Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin va alihi va ashabihi va man wala. Amma ba'd, дорогие братья, все мы свидетельствуем, что нет Бога, кроме Аллаха, Субханаху ва Тааля, у которого нету сотоварища. И, естественно, все мы свидетельствуем, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является рабом и посланником Аллаха Субханаху ва Тааля. Хвала Аллаху, который сделал нас из числа носителей призыва, и прошу Аллаха, чтобы Он укрепил наши деяния в этом направлении, иншаллах, до конца нашей жизни. И хвала Аллаху, который сказал в своем книге «Астайду биллах, я айюхаль муддафтиру кум фаандир, ва раббака факаббир, ва сиябака фатаххир. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. В этом благородном аяте Аллах Субханаху ва Тааля, обращаясь к своему посланнику, саллаллаху алейхи вассаляму, говорит: «О завернувшийся, встань и увещевай, Господа своего величай. Одежды свои очищай, идолов сторонись, и не оказывай милости, чтобы получить больше. Ради Господа твоего будь терпелив». Это обращение Расулуллаху является обращением ко всем людям в общем, и особенно тем, которые взяли для себя примером Расулуллаха, саллаллаху алейхи вассалям, для своего деяния и для своей жизни в общем. Когда эти аяты были ниспосланы, когда началось послание ислама, новая религия в мекканском обществе, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, максимально старался нести этот призыв тем людям, которые окружали его. Он не думал об отдыхе, он только думал о призыве, о его благополучии и о его распространении. В этом вопросе он до такой степени чувствовал усталость и разного рода испытания, увидев его трудные положения, его жена Хадиджа бинт Хувайлид, радиаллаху анха, сказал: «О сын моей дяди, отдыхай». На эти слова Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Хадиджа, нету отдыха после этого дня». Это его слова Расулуллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указывают, до какой степени он осознал ответственность перед несением ислама, в общем, о призыве. Даже об отдыхе не думал человек. Вот этого человека и его сподвижников мы для себя брали примером в своей жизни, в своих деяниях и, кроме этого, внесения призыва. Аллах Субханаху ва Тааля с помощью своего шариата определил наш жизненный цель. Все люди говорят, что их целью является достижение довольства Аллаха Субханаху ва Тааля. Это мы считаем великим целью. Но есть еще некоторые моменты, которые приближают нас к достижению этой цели. Сегодняшний день этой целью является установление религии Аллаха в жизнедеятельности людей, его распространение, чтобы с помощью подчинения человек приблизился к великому целу достижения довольства Аллаха Субханаху ва Тааля.
Вот в этом вопросе для нас ярким примером является Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижник. Мы, альхамдулилля, считаем себя носителями ислама. Теперь мы должны сопоставить свои деяния с деяниями Расулуллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и его сподвижников. Если в общем сказать, мы не можем достичь тех деяний или не можем сделать те действия, которые совершали они. Но в несении призыва мы должны действовать именно теми направлениями, которые действовали они. Они удовлетворение своего нафса или разного рода отдыха, наслаждения, прогулки и так далее оставили в сторону. Первым поставили вопрос несения ислама. В результате они стали искренними носителями ислама. Когда у них осталось определенное время, они это время тратили на других дел, будто в жизненные, будто семейные, будто торговля и так далее. Сегодняшний день теперь, дорогие братья, данное наставление в первую очередь касается самому себе и ко всем вам. Сопоставьте свои деяния с их деяниями. Или в каждом вещи есть свое определение. Точно так же у носителя призыва есть свое определение. Сопоставьте себе на это определение, подходим ли мы к этому определению как носителя призыва. Сегодня мы чего хотим, спокойно можем совершать. Когда хотим, гуляем. Когда хотим, играем. Собираемся вместе с семьей или братьями, накрываем красивые столы, вкусные блюда и, естественно, наслаждаемся. Для нас все это является основным вопросом. А несение призыва да'авата мы оставили как второстепенный. Если время останется, то мы делаем. Поэтому, изучая жизнеописание Расулуллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мы увидим настолько велико, что он осознал эту обязанность. И в результате его действия были влиятельными. И изучая жизнеописание Расулуллаха, его сподвижников, и их деяния в сфере направления да'вата, мы увидим, какие великие они дела совершали